Эфир нашего канала продолжает итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях четверга, 25 марта. Вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Подъем. Прошел контакт подъема. Первый пуск прошел успешно. С космодрома «Восточный» ввысь отправилась ракета-носитель «Союз». В районах Якутии ищут отделяющиеся части. Первые контейнеры для раздельного сбора мусора появились в Якутске. Кто производит мусорные баки и где их разместят в столице? С перспективой на ближайшие годы новые специальности появятся в Алтанском политехникуме. Ремонт взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта идет по плану. Как это скажется на расписании перелетов, озвучим детали проекта. Сегодня отмечается День работников культуры. Представителей культурных профессий наградили, а в Нерюнгри праздник отметили в необычном формате. Первый в этом году запуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» успешно произведен с космодрома «Восточный». На борту находится 36 космических аппаратов OneWeb. Всего, по словам генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в этом году намечается 29 космических стартов. Выведение аппаратов разгонным блоком «Фрегат» заняло около 4 часов. Спутники будут отделяться от ракеты-носителя в несколько этапов. Напомним, падение отделяющихся частей космического аппарата ожидается в Алданском и Кобяйском районах 70 Якутии. секунд. Параметры системы. Пуск. Есть пуск. Зажигание. Предварительное. Промежуточное. Главное. Подъем. Прошел контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блоков вышли на режим главной ступени. 10 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 10 секунд. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. Практически сразу после запуска Минэкологии региона измерила уровень радиации в Кобяйском улусе. Обследовано 3 мониторинговые точки. Отобраны пробы, проведены замеры радиационного фона. Он находится на уровне ниже среднереспубликанских значений, говорится в сообщении. На поиски фрагментов отправились сотрудники Роскосмоса, химлаборатории Хабаровский, Минэкологии Якутии и спасатели. На Совете по местному самоуправлению обсудили подготовку к столетию республики. Глава региона Айсен Николаев отметил общефедеральный масштаб события, что закреплено указом Владимира Путина. Оргкомитет на федеральном уровне возглавляет Юрий Трутнев. Планы основных мероприятий на всех уровнях уже утверждены. Главная задача сейчас вовлечь в эти мероприятия каждого жителя, организацию и предприятие Якутии, отметил руководитель региона. Вакцину от коронавируса «Эпивак Корона» признали безопасной и эффективной. Об этом говорят результаты клинических исследований, проведенных среди добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Они опубликованы в журнале «Инфекция и иммунитет». Сообщается, что работы проводились в 2 этапа. В ходе первого провели открытое исследование безопасности вакцины с участием 14 добровольцев. На втором этапе проведено слепое сравнительное исследование с участием 86 добровольцев. Вакцинация 2 дозами вызвала у всех добровольцев выработку антител, специфичных к антигенам, входящим в состав вакцины, говорится в сообщении. Тем временем общее число лабораторных исследований на COVID-19 в Якутии превысило 1 миллион, а за последние сутки, по данным Оперштаба, в регионе заразились коронавирусом 27 человек. Из них в Якутске 17, в Вилюйском районе 3. Еще 2 человек с ковид выявили в Усть-Алданском улусе. По одному случаю зафиксировано в Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Момском, Нерюнгринском и Хангаласском районах. За сутки лаборатории республики провели более 1700 исследований на COVID-19, а общее число готовых анализов перевалило за 1 миллион. На сегодняшний день в регион поступило всего почти 58 тысяч доз вакцины, использовано более 97% препарата.
Первые контейнеры для раздельного сбора мусора появились в Якутске. Такую точку разместили на улице Пояркова. Кто занимается производством оборудования для таких точек и где еще начнут собирать мусор раздельно, рассказывает Дмитрий Тымыров. Администрация Якутска взялась за экологию города всерьез. Сегодня по инициативе городских властей в столице появился контейнер для сбора раздельного мусора. Начали мы эту работу в марте этого месяца по решению исполняющего обязанности главы города Якутска. Сегодня у нас вот первый объект, который мы установили в рамках данного поручения. Всего у нас будет изготовлено по контракту 6 таких мест раздельного сбора. Данный проект реализуется благодаря сотрудничеству города Якутска с Якутской экологической компанией, а исполнителем по изготовлению контейнеров является исправительная колония номер 1 Управления Федеральной службы исполнения наказания. Данные изделия мы изготавливаем на производственных мощностях ВКУ и К1. У нас есть внебюджетная деятельность, то есть производство. Мы на этом под это изделие трудоустраиваем осужденных. Данные осужденные у нас получают заработную плату, выплачивают исполнительные листы. То есть мы исполняем статью 103 УИК «Трудоустройство осужденных». Так, новая точка появилась рядом во дворе по улице Пояркова. Теперь, по словам управляющей компании «Альтаир», которая обслуживает эти дома, мусор из этих дворов будут вывозить исключительно раздельно. Это изначально первое только на нашем опыте. Мы довели уже по WhatsApp и по СМИ довели уже до жильцов. Вот сейчас мы объявление еще раз вешаем по подъездам, чтобы жильцы привыкали к культуре. В будущем такие точки появятся на улицах Каландрашвили, Кирова, Амосова и на Короленко. До конца следующей недели будет установлено еще 4 урны. А до середины мая будет установлено еще, получается, 14 урн. Итого в городе станет 30 пунктов приема вторичного сырья 3 фракций, которые мы сегодня имеем в ВОЗ. Данный проект пока носит пилотный характер, но он должен постепенно обучить жителей и гостей столицы беречь экологию родного города в обязательном порядке. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. Строительно-монтажные работы на взлетно-посадочной полосе аэропорта Якутск начнутся в мае. Согласно плану на этот год реконструкции подлежит участок длиной 625 метров. Во время ремонта будет обеспечено бесперебойное авиационное сообщение посредством стыковочных рейсов. Подробнее в материале Ульяны Шагиной. Ожидается, что этап реконструкции этого года станет самым трудоемким. В это время для посадки самолетов будет использоваться участок полосы длиной в 1650 метров. Остальная часть уйдет под строительно-монтажные работы. В этом году реконструировать будут только участок взлетно-посадочной полосы длиной 625 метров. На работу аэропорта это никак не повлияет. Не приниматься будут только самолеты типа Boeing 737-800, а также другие самолеты более высокой классности. Суда меньшей классности будут приниматься в штатном режиме, а это значит, основная нагрузка ляжет на авиакомпании Якутия, С7 и Алроса. Причем дальние рейсы будут стыковаться через Толмачево в Новосибирске, который является крупнейшим транзитным узлом на маршрутах, соединяющих Европу и Азию. На сегодняшний день продажа авиабилетов на летний период открыта у авиакомпании Алроса, Сибирь-7 по маршруту Якутск-Новосибирск. Данные рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-700 и Embraer 170. Что касается авиакомпании Якутия, она планирует открытие продаж авиабилетов на летний период в ближайшие дни. Также хотим сообщить насчет внутренних рейсов. Они остаются без изменений. Кроме реконструкции взлетно-посадочной полосы, планируются также работы по стабилизации основания участка, удлинения взлетной полосы длиной в 200 метров, кроме того, обустройство пандуса длиной в 175 метров. Это позволит соединить старые и новые участки. И это делается для того, чтобы войти в зиму 2021-2022 годов с полной длиной 3400 метров. То есть с 1 октября планируется уже возобновить полеты на полной длине. То есть уже ограничений никаких не будет. То есть мы будем способны принимать практически все типы воздушных судов без каких-либо ограничений по загрузке, по длине и так далее.
Работы запланированы в рамках госпрограммы развития транспортной системы и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Полностью же реконструкцию планируют завершить в 2023 году. За все время из федерального бюджета на эти цели направят более 4 миллиардов рублей. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск. Полностью обновленным открыл свои двери для воспитанников детский сад «Золотой ключик» в Ленске. Учреждение долгое время не работало. Сначала причиной была пандемия, потом капитальный ремонт, который затянулся. И вот в конце февраля, наконец, начал принимать детей. Обновленный детский сад увидела Светлана Балеева. В Ленске открылся после ремонта детский сад «Золотой ключик». Новые полы, потолки, стены, санузлы выложены плиткой. Именно так выглядит обновленный детский сад. Ремонта здесь не проводилось давно. Сотрудники счастливы, а дети еще больше. У них появились новые детские игрушки. Это большие домики, детские мягкие диваны, развивающие книги и игры. Помимо этого, в каждой группе установлены новые кровати. Появились интерактивные доски и ноутбуки. Из средств районного бюджета на ремонт и оборудование детского сада ушло более 19 миллионов рублей. О том, какие изменения еще произошли в детском саду после ремонта, нам расскажет заведующая детского сада Наталья Павловна Шабанова. Здравствуйте, Наталья Павловна. Добрый день. Да, наш детский сад был закрыт на ремонт с 6 июня, до 24 февраля. 24 февраля детский сад наш заиграл новыми красками, встретили своих первых воспитанников, которые вернулись, которые посещали детские сады всего города. Также свои сотрудники и в рабочее время, и не в рабочее время приходили, облагораживали детский сад. Мало сделать все, стены и двери, окна, но надо, конечно, все облагородить. С помощью родителей, сотрудники все это приготовили, и сад заиграл новыми красками. Практически заменена вся мебель, детская мебель. Практически заменено оборудование для рабочего процесса. Мы приобрели 6 кухонь. Это только на кухне мы потратили 1 300 000 на 6 кухонь. Мы заменили все кухонное оборудование. У нас оргтехника у нас вся приобретена. То есть мы эти средства, которые выделила нам компания «Алроса», мы им очень благодарны. Ну и администрация помогала. С помощью администрации тоже мы такое бы не сделали, то, что сегодня у нас находится в детском саду. Мы вам покажем, благодаря сотрудникам, терпению сотрудников и их творчеству, наш сад заиграл такими красками. Потому что каждый воспитатель, каждый сотрудник подходил к своей группе индивидуально. И у нас нет одинаковых групп, нет одинаковых санузлов, одинаковых кухонь, у нас нет одинаковой мебели в группах, у нас все у каждого индивидуально. Потому что ребенок, переходя из группы в группу, чтобы видел, что разнообразие. И действительно, мы очень благодарны всем, кто принимал участие, с нами работал. Конечно, прежде всего коллективу, потому что это неимоверный труд. Просто я перед ними преклоняюсь и говорю еще раз огромное спасибо. Огромное спасибо администрации района, главе, депутатам районного совета, Овчинниковой Людмиле Владимировне, общественник Александр Викторович Семенов нам очень помогали. Они как будто курировали наш детский сад. Многим людям, родителями, которые с помощью воспитателей помогали мебель собрать, это все было нереально, просто мы ее получили буквально 31 декабря и 30 декабря, представьте, и это нужно было все собрать в течение этих 1,5 месяцев, мы все это сделали, родители, сотрудники. Я повторяюсь, наверное, конечно, труд неимоверный проведен. Конечно, костяк сотрудников отработал отлично, просто благодарна им. Спасибо вам большое. Напомним, что пока детский сад находился на ремонте, все сотрудники и дети были распределены по другим учреждениям города. Основная часть находилась в новом детском саду «Теремок». После ремонта все вернулись на свои места. А сегодня надо сказать, что детский сад набирает новую ясельную группу. Промышленные предприятия региона оказались наиболее популярными на онлайн-ярмарке Дальнего Востока. Больше всего откликов от студентов и выпускников получили такие вакансии, как геолог участковый от компании «Золото Селигдара», маркшейдер от якутского предприятия «Эльга Уголь», инженер-геодезист от акционерной компании «Алроса».
В ходе работы ярмарки «Охота на работу» на Дальнем Востоке и в Арктике с 15 по 21 марта выпускники и студенты имели возможность без отрыва от учебы встретиться на платформе «Факультетус» с работодателями, узнать о вакансиях, наличии мест для стажировок, принять участие в карьерных мастер-классах, лекциях и вебинарах. Расширится и выбор специальностей для абитуриентов Алданского политехникума. Еще на 3 направления. Открытие новых профессий продиктовано нехваткой кадров данной квалификации, а также перспективами на ближайшие годы. Какими, узнала Татьяна Вахнина. До окончания учебного года осталось 3 месяца, и подготовка к приемной кампании в Алданском политехникуме началась. Ожидается, что в техникум в сентябре осваивать профессии придут порядка 275 ребят и девчонок, выпускников 9 и 11 классов. Набор студентов на новый учебный год ожидается масштабным. При этом это будут и юноши, это будут и девушки. Помимо всего, это будут программы обучения на основе государственного заказа. То есть, следовательно, обучение будет происходить на бесплатной основе. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, горные работы, электромонтаж, сварочные технологии, лабораторный и химический анализ. Ежегодно набор абитуриентов ведется на 2 десятка профессий разного профиля. Для выпускников школ 2021 года выбор расширится. К имеющимся специальностям добавятся еще 3 совершенно новых направления. Это машинисты насосных установок для нефтеперекачивающих и газоперекачивающих станций. Это операторы автоматических устройств производственных процессов и та вообще для республики необычная специальность, которая по большому счету на территории еще не готовилась. И мы готовимся сейчас к прохождению ее лицензирования. Это оператор финажных заводов. В настоящее время ведется работа по лицензированию на обучение по этим направлениям. Открытие новых профессий и специальностей продиктовано востребованностью кадров данной квалификации, а также перспективой на будущее. В новом учебном году расширится выбор профессий и для девушек. В техникуме возобновится прием на специальности бухгалтера и экономиста. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Участники молодежного фестиваля «Мусустар» встретились сегодня с главой республики Айсеном Николаевым. Встреча прошла в пространстве для коллективной работы «Точка кипения» в формате диалога и без галстуков. Талантливая молодежь Якутии имела возможность задать руководителю региона волнующие их вопросы самого разного характера. Айсен Николаев во вступительном слове поблагодарил организаторов проекта за хорошую идею, а также отметил, что фестиваль является одним из крупных молодежных проектов не только в регионе, но и на Дальнем Востоке, а также одним из первых постпандемийных во всей стране. Вот сегодня уже поступают, мне уже пишут в соцсети, что давайте мы этот фестиваль сделаем постоянным, как раз таким весенним фестивалем молодежным для якутян. Если так подумать, у нас на самом деле такого ярко выраженного молодежного фестиваля нету. Есть СЭХ молодежи и так далее. СЭХов у нас очень много. Так, самых разных, да. Вот такой глобальный фестиваль российского уровня у нас пока еще отсутствует. Может быть, на самом деле, если все пройдет нормально, если молодежи это понравится, если вам это все понравится, так, ребят, то можно это было поддержать и потом сделать его постоянно. Вопросы от участников фестиваля о главе республики поступили самые разные. Они касались развития кино в регионе, в частности якутского, а также поддержки киберспорта, любительского биатлона и другие вопросы. Вопрос, именно который я хотел бы задать, это вообще касательно самого фестиваля. Насколько часто будут такие фестивали проводиться, и я надеюсь, что это не единичный случай именно в Республике Саха-Якутия. Почему? Потому что Дальний Восток, мы знаем, что Центральная Россия очень богата на такого рода мероприятия, а Дальний Восток не очень. Поэтому будем надеяться, что Мусустар будет у нас ежегодно. Вы участвовать будете, да? Да, конечно, само собой. Мы будем участвовать в флеш-марафоне, это получается у нас танцевальный трек. Мы, представители разных народностей, разных национальностей, в своих национальных костюмах будем принимать участие именно в марафоне. То есть там будет своего рода шествие, где представители национальных костюмов будут принимать участие. Это своего рода показ того колорита, который находится в Республике Саха-Якутия, той многонациональности, многонародности, которые тут проживают.
Сегодня отмечается Всероссийский день работников культуры. Этот праздник объединяет всех, кто вносит неоценимый вклад в духовное и культурное развитие общества. По традиции 25 марта наградили лучших деятелей и работников культуры и искусства. Им вручили знаки отличия: почетный работник культуры и искусства, заслуженный работник культуры. Также присвоены звания заслуженных и народных артистов Республики Саха-Якутия. Культура в том, как ты относишься к другим людям, как ты относишься к животным, как ты относишься к старикам, как ты относишься к детям, для чего ты позиционируешь свое искусство, что ты играешь и что ты хочешь транслировать. И если транслируешь то, что совпадает с твоим внутренним миром, значит, искусство работает правильно. В Нерюнгри впервые этот праздник провели в необычном формате. Ирина Кичигина расскажет, благодаря чему торжество стало особенным и чем отличалось от происходивших ранее. Каждый год для работников культуры их профессиональный праздник становится одним из рабочих дней. Ведь кто, как не они, являются организаторами и участниками всех подобных мероприятий. В этом году найдено новое решение, и все, кто обычно находится на сцене, будут сидеть в зале в качестве зрителей и получать поздравления от официальных лиц и ценителей искусства. Начальник управления культуры и искусства Ирина Елисеева рассказала, чьими силами устроен праздник. Наши творческие коллективы, солистов всегда приглашают в День работника культуры выступить, например, в городе Алдане для своих коллег. Но мы решили, что мы этого делать не будем, потому что у нас в районе есть наши замечательные творческие коллективы. Одним из таких является кавер-группа «Нелега». У них интересный разнообразный репертуар, живой всегда звук. Но еще хочется отметить, что 3 участника этого коллектива являются работниками наших учреждений. Культура Нерюнгринского района всегда была и остается на высоком профессиональном уровне. И группа «Нелега» действительно стала настоящим украшением праздника. Удовольствие от концерта получили не только те, кто сидел в зале, но и сами участники коллектива. Наша группа создалась сравнительно недавно, и мы постарались подобрать такой репертуар, чтобы он был интересен всем. И сегодня особенно приятно выступать в такой праздник для профессионалов, которые как никто смогут оценить по достоинству нашу работу. Мы поздравляем всех работников культуры с праздником и желаем вдохновения и творческого роста. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Галерея народных художественных промыслов открылась в столице республики. Здесь якутские мастера могут круглосуточно продавать свои изделия. Народные художественные промыслы нуждаются в поддержке, так как это одна из наиболее пострадавших в пандемию отраслей экономики. Главные особенности и отличия от торговых рядов и центров. Продаваемые здесь изделия должны обладать художественно-стилевыми особенностями Якутии и сделаны только вручную. Сейчас взят курс на развитие народных художественных промыслов и в России, и в Якутии. И мы очень рады, что глава в своем послании 24 декабря отметил, что это одно из таких направлений, которое должно развиваться. Для нас это инвестиция в то, что мастера станут бизнесом. И это место для пересечения туристов, которые приезжают в Якутию, и людей, которые производят наши чудесные изделия в районах. Не забывает ремесло предков и чтет их традиции. Ивенкийская семья в Удачном. Она переехала из Оленёкского улуса. Навыки и умения национального мастерства они передают своим детям, а те с удовольствием совершенствуют их. Подробнее в сюжете далее. Набирай сюда. Передник, обозначающий след куропатки, и белый олень. По поверью они приносят удачу и благополучие. Олеся с детства наблюдала, как ее родные умело вышивали национальные орнаменты бисером на одежде, и училась у них. Так как у нас дочка танцует с 5 лет, я костюмы, рисунок костюма выходит из танца, которые она исполняет. Орнаменты малых народов Севера отличаются расцветкой. В ивенкийской одежде присутствуют голубой, белый и черный цвета. Они символизируют небо, воздух и землю.
У долган, живущих в Анабарском районе, желтый и оранжевый в честь северного сияния. В Якутском больше ярких оттенков, например, красный. На изготовление украшений для одного костюма уходит примерно 1,5 килограмма бисера. Умение создавать неповторимый национальный колорит Олеся передает своим детям, и они с удовольствием учатся этому. Мне нравится с мамой вышивать, потому что получаются очень красивые узоры. Мне нравится это видеть и надевать. Мне кажется, никто не сможет сделать такие костюмы, как у меня. Маленький Эрхан не отстает от женской половины семьи. Он как бы наперегонки с сестрой старается как можно больше надеть бисера на нитку, но все же мечтает о другом. Но я хочу, когда вырасту, пойти с папой на охоту. Вот и во время нашего приезда глава семьи покорял бескрайние просторы тайги. Все свое свободное время от работы Вячеслав посвящает охоте и рыбалке. Эти вещи сделал мой папа. То, что у меня на голове, используется для танцев и для игр. И еще он делал, такой барабан, бубен. Олеся не останавливается на достигнутом. Она совершенствует свой талант, узнает у своих предков что-то новое и вносит это в национальные костюмы. Ну а дети с радостью подхватывают идеи мамы и помогают ей. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Таким наши корреспонденты увидели четверг, 25 марта. Мы продолжаем следить за развитием событий. Не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию и оставайтесь с нами.